Ну что, друзья, всем доброго вечера. Наконец-то вечер подобрел. Непогода наконец-то сбавила свои обороты, можно так сказать, отступила. Не знаю, надолго ли. Все вы, кто смотрел, видели проверку от 12 июня. Это было что-то с чем-то. Я думал плюс 7, оказывается было всего-то плюс 4. Волна, дождь. Короче, промерзли капитально. Вчера 13-го было еще хуже. Я, естественно, уже не пошел, потому что здоровье важнее. Я и так приболел, можно так сказать, после двух проверок крайних. Вот, 13 утром я не проверил, 13 вечером. Сегодня 14 утром. Дождя не было, но ветер еще был сильный. 3 проверки я пропустил. Вода от дождей опять немного поднялась. Так что встречаемся на продольниках. Поехали. Ну вот мы и на продольниках. Вода за 2 дня поднялась. Как мы видим, мы же переставляли все поглубже, а тут еще и поднялась. Где-то на полметра, не меньше. Ну смотрим, что-то осталось, нет. За 2 дня. Не, продольник засыпало. Был окунь. Окунь уснул. Вот такой хороший окушок был. Но еще не пахнет. Есть мы его не будем, сварим собакам с кашей. Потому что из-за непогоды я не мог уезжать долго. Ничего страшного. Вот такой вот окушок попадал. Вон. И продольник прицепляю я к этой длинной веревке. Вот у меня также есть узел, который не дает веревке подниматься. И прицепляю к грузу. Груз может быть любой. Главное, чтобы не сносило. Килограмма, я не знаю, 3, 4, 5. Кирпич пойдет там, любая железка там. На крайняк, если где-то на природе, можно также в мешочек завернуть камень или несколько камушков и отпустить. Главное, чтобы не сносило бутылку. И все. Веревку прицепляем продольник, и оно у меня стоит. Отцепляем рыбу, насаживаем продольник. Наконец, второго груза у меня ничего нету, оно по течению идет продольник. На поводках у меня тоже никаких грузил нету. Основная леска где-то леска 0,8, поводок где-то 0,5, сантиметров 20. Все, средний крючок. И никаких излишеств, как говорится. Основная леска, поводки, и все идет по течению. Ну, как-то вот так. Это так вкратце я сказал, а подробно я сделаю отдельно ролик, что и как и почему. Ну, кто-то еще и дергает, кто-то еще и остался. Раз, 2. Генскаден еще и что-то еще и осталось, еще там что-то идет. 3 оська еще и осталось. Генскаден. Если честно, я уже не ожидал. Остались те, кто заглотил по ходу. Опа, порвался крючок. Нет. Нормально. Все на месте. Губа порвалась. 3 оська на втором продольнике. Отлично. Мы еще и что-то поймаем. Тоже засыпал. Ну, что-то есть. Язычек. Язычек. Полезай в кузовочек. Там еще что-то. Еще язычек. Вот и какой буйный. Иди сюда, мой хороший. Заглотил.
Так что вот такой маленький крючок. Сегодня был комментарий, почитал. Если ставить крючки побольше, может сходов меньше будет. Ну, не знаю, вот маленький крючок, есть такая возможность заглотить его, и он уже не сорвется. Большой крюк, ну, может быть, да, он лучше войдет, но у него у язя губа мягкая, и не факт то, что он со временем раздолбает, и рано или поздно все равно сорвется. Так что у меня перемешку. Один продольник с такими, один с такими. Разные всякие крючки. Поехали дальше. От бутылки к бутылке, друзья, я стараюсь ехать на моторке задним ходом. Но надо ехать аккуратно, чтобы не зацепить продольник якорем. Раньше, когда ездил я на русских моторах, ветерок, вихрь. На вихре это еще можно, на ветерке заднего хода уже нет. Каждый раз приходилось поднимать якорь, отпускать. У меня тут веревка сбоку была. Тащил за веревку. С импортными моторами, конечно, проще. Так, что у нас тут? А у нас тут что-то запутало все, зацепило об кусты. Придется рвать, наверное. Вот так вот. Если долго не проверять. Вот был окушок, вижу. Был второй. Побелели. Собачкам. Опа, он даже два крючка заглотил. Один и второй. Он обжора-то, а? Выкидывать не будем. Сварим собачкам. Все в дело. Собаки у меня рыбу любят. Ого. Очень любят. Вот он. Проглотил два крючка и запутал все. И второй вот такой шарик. Окунь появился, это хорошо. С одной стороны. Но не для продольников. На удочку его завтра попробуем половить. Завтра ко мне приезжают ребята с Сыктывкара. Племянник с другом. С друзьями. Так что завтра будет у нас веселая рыбалка. Так, здесь что-то есть. Здесь что-то есть. И что-то буйное. Ничего. До лодки дошел. И это хорошо. Тихо, 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 тихо. А, за носяру. За носяру нормально. Обкакался. Ну вот. Кое-что осталось, не все посрывалось. Что-то есть. Ах ты гад. Ушел. Ушел так ушел. Был один ясь, который ушел. И 3 окушочка вон. Побелевших уже.
Язёк. Язёчек. Вот так вот. Дошел. Губа вся порвана. Еще чуть-чуть дернулся и ушел бы. Но он не ушел. Он дошел. Значит, он мой. Ух ты, тоже все запутано. Тоже все запутано. Что-то еще осталось. Язычек дойдет, не дойдет. Дошел. Язычек один. Еще один там что-то идет. Ох, этот буйный, этот не дойдет. Дошел. Дошел. И этот. Этот заглотил глубоко. Глубоко заглотил. Вот и остался, не сорвался. Два яйцечка еще осталось. Хорошо. Потихонечку растет. Я-то думал, вообще пусто будет. Оказывается, еще не все потеряно. Потихонечку растет. Вот еще кусочек собачкам сварим. Жирная каша ваша сегодня будет. Вот, друзья, сразу не заметил. Смотрю, поводок оторванный. Пригляделся. А тут он весь покоцанный. И поводок-то такой толстый, леска где-то 0,7, наверное. Чуть тоньше основания, да, 0,7 где-то леска, поводок такой толстый был. И вся в зазубринах, вон, от щучьих зубов. И щука была. Если где-то такой поводок был, то пол поводка она откусила. И зубы вон по всей леске еще зазубрены. Хорошая щука была, но леску перекусила. Так что здесь и щука есть. А будет попробовать на спиннинг половить. Погонять спиннинг, может и хапнуть. Так что будем пробовать вот так вдоль кустов завтра. Погоняем спиннинг. Дергает. Кто-то дергает, друзья. Блин, сошел что ли? Ну да, сорвался. Был язь, запутанный вместе с окунем. Язь ушел. Но вот это дохлый окунь не ушел. Он уже просто уйти не может. Он немножко так умер. Скрутили весь продольник опять. Будем распутывать. Вот что значит долго-то не проверять. Так, что-то дергает. Кто-то за 2 дня еще и остался. Дойдет, не дойдет. Ясь. Не дойдет. По-любому не дойдет. Слишком буйный. Нет, дошел. А почему дошел? Потому что за носяру. Оставалось вообще чуть-чуть вон. Даже нос у него. У него вся губа слабая, вон.
Дергается, дергается и в конце концов сходит. Но этот, видать, мой. Раз не сошел. И хорошо. И еще там опушок есть. Сдохший. Окунь дохнет, он глубоко глотает до пищевода. Пойдет на ужин собакам. Ну что, друзья, все продольники мы реанимировали, распутали, наживили по новой. Так что завтра, если позволит погода, будет утренняя проверка. И я надеюсь, будет улов. Вот сегодняшний улов. И считал несколько язей. Много окуней, тоже штук, наверное, 15 попало. Окуня, конечно, уже уснули, но ничего страшного. Приготовим с кашкой собакам. Кот их поест с удовольствием. Нормально, не пропадет. Ветер наконец-то стих, значит, может быть, хотя по прогнозу еще 3-4 дня холода. Сейчас потому что чувствуется градусов 5, не больше тепла. Ноги мерзнут, может и холоднее. Может даже ночью будет заморозок. Встречаемся завтра на этом же месте на проверке продольников. До свидания, друзья.